Ну а начинаем мы с представления нашего ареопага, наше жюри. Итак, Сухраб Талсултанов, преподаватель кафедры теории и истории государства и права Чеченского государственного университета. Зарема Чукуева, старший преподаватель кафедры чеченской филологии Чеченского государственного педагогического института. Зелимхан Усманов, ведущий специалист орготдела Министерства образования и науки Чеченской Республики. Ну и председатель нашего жюри Ибрагим Хабаев, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Чеченского государственного университета. Ибрагим, я предоставляю вам слово. Сегодня первая передача 3-го сезона. Что бы вы хотели передать нашим сегодняшним зрителям, телезрителям и участникам? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня начинается 3-й сезон нашего уже ставшего традиционным телевизионного шоу, телепроекта «Умнее всех». На отборочном туре оргкомитет проделал огромную работу. Мы собрали всех учащихся практически всех школ нашей республики, из которых в полуфинал пробилось 47 человек, наиболее достойных. Я бы от лица оргкомитета, от лица Министерства образования и науки Чеченской Республики, Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи, Чеченского государственного университета и Чеченского государственного педагогического института хотел бы всех полуфиналистов поздравить. Для вас, наверное, это очень радостное событие в вашей жизни. И пожелать вам всем успехов от лица и нашего оргкомитета, и жюри. Удачи вам всем! Ну что ж, мы присоединяемся ко всему сказанному. И я объявляю стартовые вопросы. Внимание, аудитория, стартовые вопросы нашего жюри. Первый стартовый вопрос будет по истории. Этот один из самых последних великих царей Ассирии собрал в своем дворце в Ниневии первую систематическую библиотеку шумерских и вавилонских литературных произведений на Древнем Ближнем Востоке, в которой хранилось более 25 тысяч клинописных табличек. Книги, если так их можно назвать, были собраны им со всех уголков Великой Ассирийской державы, из храмов. Он посылал специальных гонцов во все уголки, чтобы собрали эти клинописные таблички. И этот человек привозил все так или иначе написанные в других завоеванных государствах произведения. И эта библиотека была обнаружена практически
совсем недавно. В этой библиотеке были собраны произведения, которые и творения 2500 лет истории, будем говорить, Востока. А теперь вопрос. Назовите имя этого великого, одного из последних великих правителей Ассирии. Отвечаем. Салтаева Айшат, Натеричный район, село Горогорская, школа номер 2. Его звали Ашурбанапал. Ответ верный. Айшат, какую дорожку ты выбираешь? Я выбираю зеленую дорожку. Пожалуйста. Следующий вопрос. Вопрос по курсу обществознания. Вот, понятие общества давно и прочно вошло в наш научный и повседневный лексикон. Хотя само это понятие происходит из обычного ненаучного языка. Как только мы предпринимаем попытку дать определение обществу, мы сразу убеждаемся в том, что таких определений может быть множество. К примеру, общество книголюбов, дворянское общество, общество педагогов и так далее. Но эти определения звучат в узком смысле слова. Ваша задача состоит в том, чтобы дать определение обществу, понятию общества в широком смысле слова. Передайте микрофон. Хадисов Сайхан, гимназия номер 5, город Урус-Мартан. У понятия общества в широком смысле. Это общество, это отделившаяся от природы часть материального мира, но тесно с ним взаимосвязанная. Ответ правильный. Сайхан, какую дорожку ты выберешь? Я выберу красную дорожку. Смело, пожалуйста. Следующий вопрос. Так, дорогие наши умники и умницы, как вы знаете, сегодня вопрос из произведения Канта Ибрагимова «Седой Кавказ». Вопрос очень легкий и простой. Как называлось и чем было знаменито по теории профессора Смородинова родовое село Дакуевых и Самбиевых? Аслаханова Мадина, Натеричный район, Горогорская, 2 школа. Село это называлось Никихита и было знаменито тем, что этот профессор предполагал, что там под Старым Буком находится некий клад. Совершенно правильный ответ. Мадина, тебе осталась желтая дорожка, пожалуйста. Ну а сейчас мы познакомимся с нашими игроками поближе. Мадина, откуда ты приехала? Расскажи, пожалуйста. Я приехала с Натеричного района, село Горогорское. Расскажи, чем ты увлекаешься, есть ли у тебя любимый предмет в школе? Любимый предмет есть, это история. Увлекаюсь я музыкой и чтением художественной литературы. Какой самый тебе импонирует персонаж в истории? Ну, наверное, Петр Первый. Хороший выбор. А вот ты увлекаешься музыкой. Ты умеешь играть на каких-нибудь музыкальных инструментах? Нет, играть не умею. А хотелось бы? Да, хотелось. На каком? На фортепиано. На фортепиано. Кто за тебя сегодня болеет? Болеют за меня мои родители, а также учителя. Айшат, ты предыдущие сезоны нашей игры смотрела? Да, смотрела. Ты предполагала, что ты попадешь в нашу игру? Я надеялась, но не думала, что попаду. Расскажи, откуда ты приехала? Я приехала с Натеричного района, село Горогорское. Ну, такой же вопрос. Какими предметами ты больше всего интересуешься? Я интересуюсь предметами такими, как история, английский язык. Скажи нам что-нибудь по-английски. Good morning. Кто сегодня за тебя будет болеть? За меня будут болеть мои родители и, наверное, все мои родственники. Сайхан, откуда ты приехал? Я с гимназии номер 5, города Урус-Мартан.
Сайхан, у тебя очень было смелое решение выбрать красную дорожку. Мы знаем по опыту предыдущих игр, это самое опасное, безусловно, люди ошибаются, здесь ошибаться нельзя. Почему ты выбрал именно красную дорожку? Ты в себе уверен? Если выбирать между желтой и красной, то я даю предпочтение красной дорожке. Хорошо. Любимая книга настольная? Это книга Айдамирова «Молния в горах» и, конечно же, «Долгие ночи», первая его часть. Любимый предмет? История. Любимый персонаж в истории? Истории России — это Столыпин. Какую самую первую книгу ты прочитал в своей жизни? Книгу Марка Твена «Приключения Гельквеля», Тома Сойера. И вот от первой книги какие были у тебя впечатления? Для меня это было очень важным событием, и эта книга дала мне интерес, чтобы читать все новые книги и приобретать все новые знания. Ну что ж, мы всем вам желаем успеха, удачи, и давайте начнем нашу программу сегодняшнюю. Ну а начнем мы с вопросов по истории. Древний Восток. Мадина, тебе вопрос первый. Слушай его внимательно. Известно, что древние египтяне обладали весьма глубокими научными познаниями в медицине, математике, геометрии, а также в астрономии. Наблюдения за звездами и планетами египетские жрецы-астрономы осуществлялись в специальных учреждениях, при храмах, называемых «домами жизни», где они получали и хранили знания. Особый интерес представлял собой календарь древних египтян, согласно которого год делился на 3 сезона по 4 месяца. Каждый месяц был разделен на 3 периода по 10 дней, что в сумме давало 360 дней в году. К этой цифре добавлялось 5 дней, посвященных богам Осирису, Хору, Сетху, Исиди и Нефтиде. Начало года совпадало с появлением на небе звезды Сотис, Сириуса, 18 или 19 июля и разливом Нила. Внимание, вопрос. Как называли древние египтяне эти 3 сезона? Мадина, вопрос тебе понятен? Минута на размышление. Мадина, отвечай. Как Нет. называли древние египтяне эти 3 сезона? К сожалению, у меня нет ответа. Адресуем этот вопрос аудитории. Уважаемые участники, так скажите, как все же называли древние египтяне эти 3 сезона? Отвечаем. Ломали, пожалуйста. Я хочу подчеркнуть, что этот вопрос на орден, не на звездочку. Якубов Ломали, Сунжинский район, станица Асиновская, школа номер 1. Я предполагаю, что эти 3 сезона назывались сезоном засухи, сезон разлива рек и сезон собирания урожаев. А засушливый сезон первый. Первый сезон как? Засушливый, засухи. Следующий. А разлива рек, Нила, реки. Как иначе это называется? Разлив рек? Половодье. Третий. А третий это сбор урожая, собирание. А сможешь по очередности поставить, еще с какого сезона начинался год? Начинался сезон засухи. Потом? Потом половодье. С засухи сразу половодье, да? Да. Потом? Потом сбор урожая. В принципе, я могу сказать, что на данный очень сложный вопрос, который, как он заметил, в школьном учебнике истории нету, он фактически ответил, будем говорить правильно. Египтяне называли эти 3 сезона так. Ахет – половодье, перед выхождение и шему – засуха. Я думаю, что жюри согласится, что мы ему ответ засчитаем. А дадим ли мы ему орден? Я думаю, орден нет. Звездочка. Поздравляю! А тебе, Айшат, я предлагаю сделать 1 шаг вперед. Это твоя первая ошибка. Мадина, следующий вопрос тебе.
Период Древнего Царства истории Египта ознаменован необычно быстрым развитием архитектуры. Самым великим фараоном этой эпохи был основатель третьей династии Джосер, положивший начало строительству пирамид. В 28 веке до нашей эры, по его указанию, в Саккаре была возведена шестиступенчатая пирамида в честь бога Соккара, строившаяся 20 лет и названная учеными матерью пирамид. Некрополь в Саккаре стал первым в мире грандиозным сооружением из камня. Его высота достигала 60 метров. Главный архитектор этого великого сооружения был принят в ранг бессмертных и стал духовным покровителем архитекторов, скульпторов и художников. Внимание, вопрос. Назови имя главного архитектора пирамиды в Саккаре. Вопрос ясен? Да, ясен. Минута пошла. Минута вышла. Твой ответ. Архитектор Леяль. Мы адресуем этот вопрос аудитории. Итак, вопрос. Назовите имя главного архитектора пирамиды в Саккаре. Отвечаем. Насуханов Дау, Чалинский район, Сиджинюрт, средняя школа номер 2. Это был Имхотеп. Правильно. Город получает звездочку. Айшат, ты ошиблась, ну ты можешь делать один шаг вперед, пожалуйста. А следующий вопрос вам, Сайхан. Вам ошибаться нельзя. Слушай внимательно. В Древнем Египте было 3 короны символа царской власти. Белая для севера, красная для юга и двойная корона из сочетания 2 первых, символизировавшая единство египетского государства. Помимо этого, символом Верхнего Египта был гриф. Вопрос. Скажи, что являлось символом Нижнего Египта? Вопрос ясен? Да, ясен. Минута пошла. Время вышло. Сайхан, какой был символ у Нижнего Египта? Я предположу, что символом Нижнего Египта была священная птица для египтян по имени Ибис. Неправильно. Передаем вопрос аудитории. Скажите, какой был символ у Нижнего Египта? Отвечаем. Якубов Ломали, Сунжинский район, станица Асиновская школа номер 1. Я предположу, что символом Нижнего Египта была кобра. Правильно. Сайхан, на этом твоя игра сегодняшняя закончилась. Я предлагаю тебе присесть к аудитории, и ты также можешь отвечать на вопросы. Ну а мы продолжаем. Вопросы по обществознанию. Мадина, вопрос тебе. Слушай внимательно. Употребляя термин «общество», мы также можем подразумевать под ним определенный этап исторического развития человека, человечества или конкретную страну. Приведите примеры таких обществ. Вопрос ясен? Время пошло. Время вышло. Мадина. Ну, это может быть дворянство, интеллигенция, и отношение к тем или иным странам, например, Россия, россияне. Ответ неясный, поэтому надо уточнить.
Вот, например, подразумевая конкретный этап исторического развития человечества, какие общества ты можешь мне назвать сейчас? Или подразумевая конкретную страну, какие общества? Ну, конкретно подразумевая Россию, можно сказать, что общество делилось на крестьянство, это низшие слои населения, затем следовали более Мы высокие... сейчас не говорим о делении страны, вот конкретно страну, когда мы предполагаем. Направление правильное. Ну, крестьяне, дворяне, интеллигенция, аристократия. Опять-таки это деление страны на сословия. Мы говорим от... ну, если я так скажу, это будет немножко подсказкой. Да. Вот российское общество, например. Мы под этим можем подразумевать конкретную страну, да? А вот под этапом исторического развития человечества, сколько этапов прошло человечество? Адресуем теоретикам. Хорошо. Внимание. Отвечаем. Асаева Милана, Урус-Мартановский район, город Урус-Мартан, 2-я школа. И я считаю, что это было, общество делилось на древнее общество, средневековое и на новое время. Но цивилизация была. Употребляя термин «общество», мы также можем подразумевать под ним определенный этап исторического развития человечества или конкретную страну. Нужно привести примеры таких обществ. Ответ был неверный. Шалинский район, село Мескадюрт, Мескадюртовская СОЖ. Я считаю, что это доиндустриальное общество, индустриальное и постиндустриальное общество. Неверно. Насуханов, Дау, Чалинский район, Сержинюрт, средняя школа номер 2. Это были общества первобытно-общинное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, информационное. Мурат, в принципе, мы можем зачесть ответ и посчитать правильным. Хорошо, я согласен. Пожалуйста. Мадина, ты можешь сделать шаг еще один, но это будет твоя последняя ошибка. Айшат, следующий вопрос к тебе. Социальный статус – это место в общественной системе, которое занимает конкретный человек. Обычно у человека несколько статусов, однако существует только один, который действительно определяет положение человека в обществе. Как правило, это профессия человека, а точнее занимаемая им должность. Например, учитель, профессор различает несколько видов статуса. Скажи, какие эти виды статуса? Вопрос ясен? Минута пошла. Я думаю, что общество может делиться на низший класс, средний и высший класс. Например, в каком-то предприятии низшему классу могут относиться простые рабочие, а чуть высшему, например, организаторы, и те высшему классу могут относиться к руководителю. Ответ неверный. Ответ неверный. Отвечает аудитория. Асаева Милана, Урус-Мартановский район, город Урус-Мартан, 2-я школа. Я считаю, что они подразделялись на политические, экономические и профессиональные, делились они. То есть в зависимости от политической, например, если взять, это власть относится, например, с политикой, которая связана. А вот экономическая, если с деньгами, если он повыше человек или пониже. А профессиональная, она зависит в зависимости от его профессии, где он работает и какая у него профессия у человека. Спасибо, Думаю, что так. спасибо. Неправильно. Внимание, отвечаем. Махмудова Дагмара, город Грозный, гимназия номер 2. Я считаю, что речь идет о предписанном и приобретенном статусе. Замечательно. И еще один. Их 3. Ты сказал предписанный. Еще какой? Приобретенный. И еще один. Когда идет речь о биологическом существе, так скажем, да? Вот мужчина или женщина. Или старший, младший. Ну вот, какой этот статус тогда получается? Рожденный.
Предписанный статус – это тот, который человеку дается с рождения, то есть он его не приобретает. Ну, человек, когда рождается, ему уже предписан. Приобретенный. Если у кого-то есть развернутый полный ответ, то и возможность ответить. Бабатова Ай, Гудермесский район, поселок Ойсова, школа номер 2. Я считаю, что третьим статусом является семейный статус. Из всех ответов более правильный и развернутый ответ дала Махмудова. Третий статус – это естественный статус. Но мы в любом случае зачтем ответ. Ну, я только рад. Пожалуйста. Но мы приходим к вопросам по литературе. Они будут связаны с произведением Канта Ибрагимова «Седой Кавказ». Мадина, вопрос тебе, слушай внимательно. Где и как встретились два односельчанина Дамба Дакуев и Денисухар Самбиев после долгой разлуки? Время пошло. Время вышло. Твой ответ. Дамба Дакуев и Денисухар Самбиев встретились у въезда в село Никихита. Правильно. Делай шаг. Переходим к вопросам по истории. Слушай внимательно. Самой заметной фигурой последней династии Древнего Царства был Пепи II, правивший дольше всех в истории Египта. Он занял трон в 6 лет и пребывал на нем до конца жизни. Вопрос: сколько лет Пепи II правил в Египте? Вопрос ясен? Да, ясен. Время пошло. Время вышло. Мадина. Я думаю, что он правит 94 года. Правильно. Мадина, делай шаг, ты стала финалисткой полуфинала. Мы тебя поздравляем. Что бы ты могла сказать нам? Было ли тебе сложно сегодня в игре? Это первая игра. Что ты чувствуешь, что испытываешь, что хочешь пожелать нашим остальным участникам сегодня? Я очень рада, что прошла в финал. Игра была интересной. Своим участникам я хочу пожелать удачи. Вопросы тебе понравились? Ну, первые два не очень. А какой больше всех понравился? Ну, помимо последнего, он тебя привел к победе. Предыдущий тоже. Да? Да. Хорошо, а присоединяйтесь к аудитории. Сейчас мы перейдем к части передачи «Вопросы к аудитории». Итак, начинаем часть игры «Вопросы аудитории». Вопросы по истории. Внимание! В 1799 году капитан французской армии Бушар, руководивший фортификационными работами в крепости Сен-Жульен, около нынешнего египетского города Рашид, обнаружил камень, позволивший расшифровать древнеегипетские иероглифы. Честь расшифровки иероглифов разделили двое ученых – англичанин Томас Янг и француз Франсуа Шампольон, усилия которых увенчались успехом. Вопрос: о каком камне идет речь? Внимание, отвечаем. Салтаева, Айшатно-Теречный район, Горогорская вторая школа. Здесь речь идет о розетском камне. Правильно. Особое место в архитектуре древней Месопотамии занимало строительство культовых башен.
священных сооружений, которые являлись центрами духовной культуры шумеров и аккадцев. Эти сооружения, соединявшиеся лестницами и пандусами, имели от 3 до 7 ярусов, и строились они из кирпича сырца. Одно из таких сооружений вошло в мировую историю под названием Вавилонская башня. А сейчас вопрос. Назовите шумеро-аккадское название Вавилонской башни. Адуева Малика, Сунжинский район, 2 школа. Это был Зиккурат Этимиранки. Неправильно. Гудермесский район, сельское поселение Ойсха, школа номер 3. Я думаю, что это Зиккурат Этименанки. Совершенно верно. Правильно. Это богиня-мать шумерской мифологии, известна как Великая Госпожа или Госпожа, дающая рождение, под именем Ки – Земля. Она первоначально была супругой Ана. Согласно мифам, она помогла Энки создать из глины первого человека, однако потом прокляла его за то, что он съел созданное ею растение. Затем, раскаявшись, она вылечила Энки от болезней, явившихся следствием ее проклятия. И, внимание, вопрос. О какой древнешумерской богине идет речь? Внимание. Отвечаем. Асылханова Мадина, Натеречный район, Горогорская 2 школа. Я предположу, что это богиня Иштар. Неправильно. Сугаипов Сурхо, Горогорская СОШ номер 1. Я думаю, что это богиня Химера. Нет, неверно. Правильного ответа я так и не услышал. Правильный ответ. Речь идет о богине Нинхурсаг. Следующий вопрос. Этот человек родом из города Азупирану, городок Крокусов. Выходец из низов, настоящее имя которого историкам и ученым до сих пор неизвестно. При восшествии на престол получил аккадское имя Шарум-Кен, означающее в переводе «царь истинен». Переехав в Киш, он стал приближенным царя Ур-Забабой, и после его разрушения царем Шумера Лугаль-Загеси провозгласил себя царем, избрав столицей государства город Аккад. Внимание, вопрос. О ком идет речь? Устархан Алайт, город Грозный, гимназия номер 1. Может быть, это был Хаммурапи? Неверно. Итак, внимание, правильный ответ. Речь идет об основателе царства Аккад Саргоне Древнем. Следующий вопрос. В Древнем Вавилоне по закону Хаммурапи сын, совершивший преступление, лишался наследства. За злословие ему отрезали язык. Вопрос. Какое наказание нес сын, ударивший отца? Внимание. Отвечаем. Халимов Асхаб, Шалинский район, село Серженюрт, школа номер 2. Я считаю, что ему отрезали руки. Правильно. Внимание, вопрос на орден. Слушаем. Первое упоминание о Вавилоне содержится в надписи аккадского царя Шаракалишари, относящегося к 23 веку до нашей эры. В 19 веке до нашей эры аморитский царь Самуабум сделал его столицей своего государства. В конце 8 века до нашей эры он был полностью разрушен ассирийским царем Синахерибом. В 538 году до нашей эры персидский царь Кир торжественно вступил в побежденный Вавилон, а в 331 году до нашей эры им овладел Александр Македонский. В переводе с шумерского и аккадского название Вавилон означает «врата Бога». Внимание, вопрос. Назовите шумерское и аккадское название Вавилона. Дакай Уаха, Гудермесский район, сельское поселение Маусуш номер 3. Я думаю, что его называли Кандигир. Назовите шумерское и аккадское название Вавилона. Только если два названия будет орден. Я только Кандигир знаю. Внимание, правильный ответ. Шумеры называли Вавилон Кандингира, а аккадцы – Баб-Илу. Переходим к вопросам по обществознанию. Внимание, вопрос. Если человек обладает статусами, которые трудно согласовать между собой, говорят о противоречивости статуса. Было предложено выделять 4 главных измерения статуса.
Назовите эти измерения. Внимание, отвечаем. Замирова Анжела, Урус-Мартановский район, село Гихи, школа номер 3. Я предполагаю, что это политический статус, гражданский, может быть, экономика, политика, культура. Нет. Присаживайся. Аслаханова Мадина, Натеричный район, Горогорская вторая школа. Это 4 измерения. Первое – это национальность, второе – уровень образования, третье – профессия, то есть занимаемая должность, и четвертое – это уровень доходов. Правильно. Пожалуйста. Переходим к следующему вопросу. Продолжаем вопросы по обществознанию. Итак, внимание, вопрос. Важнейшим компонентом общества как система взаимодействия людей являются социальные институты. Слово «институт» в переводе с латинского означает «установление», а в области права институт означает совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения, например, институт брака, наследства и так далее. В социологии социальными институтами называют исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей, направленные на удовлетворение фундаментальных потребностей. Социологи выделяют 5 таких институтов. Назовите эти институты и укажите, какими нормами они регулируются. Отвечаем. Пожалуйста, представься, откуда ты и твой ответ. Насуханов Дауд, Чалинский район, Сержинюр, средняя школа номер 2. Институты семьи и брака, институт экономики, институт политический институт, институт науки, образования, институт религии. Эти институты регулируются политическими нормами, моральными нормами и нормами традиций и обычаев. Ответ, я думаю, объемный. Правильно. Хорошо. Правильно. У тебя есть 2 звездочки. Это 3-я. И тебе дается за это орден. 3 звезды – это орден. Следующий вопрос. Слушаем внимательно. Социальные институты были созданы для осуществления деятельности по удовлетворению социальных потребностей. Ибо исторически сложилось так, что эти потребности появлялись раньше указанных институтов. И, соответственно, каждая из этих потребностей общества является предметом регулирования отдельного института. Социологи выделяют 5 таких общественных потребностей. Назовите эти общественные потребности, которые являются предметами регулирования того или иного социального института. Аслаханова Мадина, Натеричный район, Горогорская вторая школа. Это естественные потребности, материальные потребности, потребности в самовыражении, потребности в духовные потребности и потребности в самореализации. Пока ты подожди, может кто-то объемнее ответит. Внимание! Отвечаем. Сугей Полсурхо, Горогорская СОШ номер 1. Потребность человека разделяется на 5 типов. Первое – это материальные потребности. Второе – это духовные потребности. Третье – это потребность во взаимопонимании. Четвертое – это потребность в защите своих прав. И пятое – потребность к самовыражению. Нет, неправильно. Присаживайся. Баталова Ася, Шилинский район, город Шали, 8-я школа. 5 этих потребностей относятся, соответственно, к 5 звучащим в прошлом вопросе институтам. Первый институт – это институт семьи, которому аргументированно регулирует потребность к продолжению рода. Затем идет институт религии. К нему его характеризует потребность к духовному равновесию. Затем идет институт экономики, он регулируется потребностью дохода, то есть материальных потребностей. Затем идет институт государства, которому идет потребность защиты своих прав и создания общества. И затем институт образования. Но это, скорее всего, будет точно предположить, если это потребность к научным достижениям и повышению уровня образования, образованности общества.
более такой развернутый, более точный ответ, чем предыдущий. Поэтому зачтем. Хорошо, поздравляю тебя, у тебя первая звездочка. Ответ правильно. Поздравляю. Мы продолжаем игру. Вопросы по обществознанию. Внимание, вопрос. Религия – одна из древнейших явлений, характеризующих духовную жизнь общества. В самом общем виде религию можно определить как мировоззрение и поведение, которые определяются верой в сверхъестественное. Но существует по меньшей мере две точки зрения на религию – богословская и научная. Как эти две точки зрения рассматривают религию, в чем заключается специфика данных точек зрения? Внимание, отвечаем. Сугаипу Сурхо, Городгорская СОЖ номер 1. Религия во всей развитии человеческой истории была представлена в двух различных формах. Богословы называли ее путем к спасению, а с научной точки зрения она являлась элементом для регулирования общества, самым главным и важным элементом для порядка в стране. И в научном определении скрывается вся ложь определения религии, так как религия не может быть предметом регулирования государства, и ученые представляли науку себе как коварное зло, которое существует в государстве. К примеру, атеисты в СССР. Богословы утверждают, что религия – это путь к спасению. С богословской точки зрения ответ правильный, но вот с научной точки зрения неправильный. Поэтому послушаем еще других ответов. Пожалуйста. Первая гимназия Устарханова. С точки зрения науки, вообще религия, вообще Бога не существует, как говорит наука, и точка зрения — это атеизм. Вот, и они пытаются объяснить, что религия — это просто объяснение тех или иных каких-то вещей, которые не может объяснить на данный момент наука. То есть какие-то сверхъестественные явления, та же шаровая молния в некоторых религиях является каким-то божеством. Но насчет того, что вот предыдущий оратор сказал, что религия не может регулировать государство, я в корне с этим не согласен. Мне кажется, ярким примером является шариатское государство, халифат, которое просуществовало довольно-таки долго и в котором религия была основным законом. Да? Это несколько поколений, и начиная от Абу Бакра и халифа Османа заканчивая. То есть религию можно представлять с двух точек зрения. С точки зрения самих религиозных деятелей, это путь к спасению, это правильный образ жизни. А с точки зрения атеизма, то есть научной точки зрения, это объяснение необъяснимого на данный момент. По поводу ответа на этот довольно-таки сложный вопрос, жюри пришло к выводу о том, что ответ данный Устархановым нас наиболее устраивает. И поэтому мы считаем, что он достоин звездочки. Передайте, пожалуйста, звездочку Устарханову. Следующий вопрос. Известно, что образование – это социальный институт, целью которого является общая и профессиональная подготовка членов общества. Любой социальный институт выполняет важные функции в общественной жизни. Какие функции выполняет образование и в чем заключается его польза для отдельного человека и общества в целом? Внимание! Отвечаем. Сугаипу Сурхо, Городгорская СОЖ номер 1. Главной целью образования является подготовка будущих кадров к экономике, то есть подготовка их на развитие страны, и от образования зависит развитие и процветание страны. Неправильно. Правильного ответа мы не услышали, поэтому мне придется его зачитать. Во-первых, образовательные учреждения осуществляют функцию воспитания и прививания подрастающему поколению ценностей, без которых человек не может адаптироваться к обществу и соответствовать направленным на него ожиданиям. Во-вторых, образование выполняет функцию обучения и подготовки специалистов, повышения квалификации и переподготовки кадров. В-третьих, образовательные учреждения осуществляют функцию оккультуризации человека. Для того, чтобы адаптироваться в обществе человеку, недостаточно знания норм и владения какой-то профессией. Необходимо, чтобы человек обладал определенным количеством общих знаний, то есть имел достаточно высокий уровень общей культуры. Итак, мы продолжаем нашу программу и переходим к вопросам по литературе. По произведению Канта Ибрагимова «Седой Кавказ». Внимание, вопрос. Как называлась улица, куда заходил на огонек Дамба Дакуев?
Опишите. Эпендиева Мадина, Наурский район, Савельевская СОЖ. Эта улица называлась Московская. Ну, опиши ее. Правильно, Московская. Она была там безлюдная, Сможешь ты описать? Ты помнишь, какая она была? Да. Опиши. Сейчас. Улица была безлюдная. Там он встречался с КГБ, кажется, с людьми. Кто были жители этой улицы? Русские. Пока присаживайся. Полный ответ я хочу услышать. Аюбов Аслан, Этеричный район, село Знаменское, СОЖ номер 1. Улица называлась Московская. В начале этой улицы жили рабочие, общежитие, там и буфет. А потом был квартал евреев, где жили одни евреи. А дальше и здание КГБ, куда я ходил, сам дом был. Нужно точно отвечать. Узаров Хунка Паша, город Грозный, Ленинский район, СОЖ номер 14. Домба Хаджи ходил на улицу Московскую, улицу населяли в основном евреи, но также и русские. Здесь в основном также здесь была столовая рабочих, где рабочие ужинали, или обедали и так далее. А в конце улицы был тупик. Это место было мрачное и как бы знак того, что там находились спецслужбы. Каждый идущий туда человек, ему должно было быть придавать ощущение власти этих спецслужб над обществом и сулить ему страх и боязнь. Совершенно точно, с дополнением Вазаров Хункар. Умница. Поздравляю. Пожалуйста, звездочку. Следующий вопрос. На чьей земле, на чем на деле рос бук-великан? Почему он послужил яблоком раздора в этих двух семьях? Асаева Милана, Урсмартанский район, город Урсмартан, средняя школа номер 2. Я считаю, что этот бук великана находился на Ден-Сухаре. Ден-Сухар Симбиев. Находился этот бук на их земле, на Ден-Сухара Симбиева. И они считали раздором этот бук великана, они считали, что деревом раздора, что он поторопилась, что из-за того, что Смородинов, он сказал, что там под этим буком спрятано сокровище, что с давних времен там остановился какой-то исторический, король какой-то, по-моему, и спрятан там сокровище. Правильно. Правильно, все правильно. Следующий вопрос. Что сделал Албаст Дакуев со списанными расписками Самбиева-старшего? Халимов Асхаб, Шалинский район, село Серженюр, СОЖ номер 2. Дакуев Албаст сделал угрожающий с помощью этих расписок, шантажировал Арзо и его брата Лорсу, потому что у них были долги, и он хотел вместо расписок получить надел Самбиевых, так как болел этим кладом. Как эти документы попали к нему? Он нашел их в некоторых кладе, где отец хранил свои сбережения под кроватью. Дакуев дома хранил. А потом что с ними сделал? Потом с помощью их он шантажировал Самбиев. Хотел получить их надел. Другой вариант сейчас выслушаем. Может быть, он будет более точным. Итак, внимание, отвечаем. Махмудова Дагмара, город Грозный, гимназия номер 2. Эти документы попали к нему от матери по имени Алпату, которая их взяла после того, когда Синбиев швырнул их в лицо Дакуеву. Дальше. И с помощью них, то есть на основе того, что у Синбиевых есть долг перед Дакуевыми, происходил шантаж, в надежде получить эту землю, которая принадлежала Синбиеву. Ответ правильный.
Тебе звездочка. Поздравляю. Так, внимание, следующий вопрос. Кто такой герой романа Султанов Аздамир? Где он получил это имя и почему? Как известно, там описывалась депортация, и в эту историю рассказала его тетя, как бы названная тетя Масар, рассказала это Поле. Это было, когда высадили в кавказцев, высадили в Сибири. Они не, ну, как сказать, многие... Ну, когда многие умирали, была болезнь, чума. И вот однажды они решили сжигать эти тела трупов. И вот когда они один раз... ну, они уже хотели сжигать, и они услышали схлипывание, что ли, шушание. И тогда они увидели, что женщину, которой был привязан ребенок, видимо, мать, чтобы не расставаться с сыном, с ребенком, она его привязала к себе. Вот, ну, они узнали, ну, раз он живой, они его забрали себе. Там он потом будет воспитываться в детдоме, где его нянькой будет Масар, да. Его назвали Аздемиром, потому что Эзкан говорили, и поэтому решили как бы на русский лад назвать его Аздемиром. А Султанов ему дал фамилию, который работал который работал в детдоме. Правильно. Поздравляю. Итак, последний вопрос. Где в последний раз встретились Дамба Дакуев с Лорсой и как он поступил? Внимание. Отвечаем. Дакуев Дамба встретился с Лорсой, когда они с Мараби уезжали из республики направления в Дагестан. И пройдя на одной из центральных улиц, он увидел лежащего Лорсу, который еле двигался. Он приказал Мараби, чтобы тот остановился. В его душе была радость тому, что хоть один человек остался в республике, который был верен своей республике и не ради наживы, а ради просто любви своей родины защищал свой город. И чтобы он не хотел, чтобы такие люди умирали, и он взял его с собой и отвез его в госпиталь. Вскоре после этих встреч его сын Албас скажет в Москве Букаем, что Лорса является одним из самых лучших героев войны. Он защищал ваш дом, и он герой, а вы никто, типа того. Правильный ответ очень хороший, дополненный Вазаров. 14-я школа. Тогда звездочку Вазаров. На этом наша программа заканчивается. До скорых встреч. С вами был Мурат Шахидов. Встретимся на следующей неделе. Такая увага Удурмецкий района Ойсховского сельского поселения Моусош номер 3. Устархан Аваид, город Грозный, гимназия номер 1. Асаева Милана, Урсмартанский район, город Урсмартан, средняя школа номер 2. Салтаева Айшат, Натеричный район, Горгорская вторая школа. Баталова Ася, город Шали, СОШ номер 8. Талимова Асхаб, Шалинский район, село Серженюр, школа номер 2. Бабатова Ая, Гудермецкий район, поселок Ойсха, школа номер 2. Аслаханова Мадина, Натеричный район, Горогорская вторая школа. Вазаров Кункарпаша, Грозненская средняя образовательная школа номер 14. Махмутова Дагмара, Грозненская гимназия номер 2. Якубов Ломали, Сунжинский район, станица Асиновская школа номер 1. Насуханов Дау, Чалинский район, село Серженюр, средняя школа номер 2.